31, море плюс 18. Вечерний заезд на кофеек на набережную Феодосии из Орджоникидзе. Время 7 часов вечера уже. Сегодня поздновато выехал. В общем, люди потихоньку начали ехать уже, отдыхающие. Но еще как бы мало еще, мало. Вода еще холодная. Люди в основном где-то начинают ехать. Ну, где-то уже с числа с 15-го. А пока еще так. Чуть-чуть. Свернули с трассы, едем нашим маршрутом горным. Матушка земля. Посмотрим, что тут народ есть на машинах в выходной день. Должен быть на машинах здесь, на берегу. Матушка земля. Вот тут машины стоят. Матушка земля. Фары надо же выключить, ну ладно. Без... Нифига себе тут народу сколько. Офигеть. Вот это народу. Так, куда мы? Направо или налево? Можно
или туда, или сюда. Можно и сейчас сюда нырнуть. С палатками люди. Прикольно. Заберемся сюда. Оно что перекинь работало у нас. Танцуем вопреки. Танцуем вопреки. Танцуем вопреки. Таки. О. Погнали дальше. Погнали дальше. Шашлычки там, все дела. Машин сколько? Штук 8. 10-8, да. Офигеть. Отдыхают люди. А что, выходной день, лето. Местные. Такое тихое место. Но если 8 машин приехало, то уже не со всеми тихо. Ну, сейчас фары надо выключить. Не со всеми тихо. Если 10 машин, ну, 8 где-то, да, то как бы погнали. Танцы в моей кровати. Танцы в кровати. 19:21 уже. Надо постараться где-то 8:10, 8:15 быть уже на набережной Феодосии. Фух. Надо было по трассе ехать. Так было бы, конечно, намного быстрее. Ну, по трассе, это по трассе. А хочется аж по грунтам катнуть, по горочкам нашим, тропиночкам. По трассе то не то пальто. По трассе когда времени особо нету, да. А сейчас вроде как время есть, но и в то же время времени нету. Притык. А что, я выехал в 7, темнеет в 9. Даже не темнеет, а в 9 уже так почти темно. Ну, я все равно в 9 домой не приезжаю. Я приезжаю то 8:15, то 8:20. Так что нормально. А сейчас потихонечку доедем до Феодосии, попьем кофейка, минут 15-20 у нас на кофеек есть, и потом поедем назад. Чисто такая вечерний быстрый заезд. У нас есть, ну сколько, ну 2 часа получается 20 минут, где-то так. Да, 2 часа 20 минут.
нас есть. Он на мотоцикле, в экипировке. Нам бы тоже не помешало одеть. Но жарко. Если на мотоцикле ты едешь, просто газуешь и все. А на электро ты все равно крутишь педали, все равно нагрузка есть, и все равно как бы, ух ты, и все равно как бы нагрузка есть, и ты потеешь, ну как бы жарко. На мотоцикле там можно сейчас и в джерси ездить, и в штанах. Что там, скорость топил и все. А тут крутишь сам все. Крутишь. Ну, погнали на подъемы. Вот сейчас уже будем встречать и мотоциклы, и джип-туры. Вот когда недавно ездил, все. Джип-туры теперь нашли там себе проезд, теперь они там ездят. Спускаются с верха сюда вниз. Так что поменял я задний переключатель, новый поставил, и цепь новую поставил. Теперь втулку заднюю поменять надо, еще и кассету, чтобы уже так летом ездить нормально. Получается, на кассете задней я откатал весну, ну, весь сезон весны практически ездил каждый день. Ну, были там дни, 2 дня перерыва, было там день, там так. А так в основном каждый день ездил то туда, то сюда, то еще куда-нибудь. Рассказал. Да вот весной, в марте, в апреле особо далеко не ездил, потому что ветра эти заколебали. Да и так было. Ну так, было свежо. В штанах ездил, в джерси, в курточке. Как бы апрель месяц, март холодный был, да. Ну как, там 15 градусов, 18 иногда. А в апреле тоже, только аж в конце там апреля потеплело на 2 недели. Было 25-27. Потом опять похолодало, потом опять потеплело. Ну, погода, да, что ты сделаешь с погодой? Как-то так вот. Ну, потом уже, да, в конце мая уже как бы началось более-менее. Фух. Да, жарко. А сейчас в шортах, футболочке. Такой кайф. Сейчас вот выезжал вечером, показывают температуру 30 градусов. Офигеть, вечером. Пришло лето. И причем лето пришло так, именно резко. Было 25-27, и потом бах, на 5, на 7 градусов в разных местах потеплело. Вот. Так что как-то так вот. Потеплело так нормально. Фух.
горы снова и снова, пока не поднимемся на самый верх. Фух. Ну, погнали. А та цепь, что у меня порвалась с одной стороны, там еще в другой стороне она начала рваться. И, короче, пришлось менять полностью цепь. Он, мастер, типа, такой говорит, можно соединить других кусков, будет 3 замка. А я у него спрашиваю, а это что, нормально? А он говорит, ну, может быть. Я говорю, ну если может быть, то лучше ставить новую цепь и не морочить голову. А цепь Shimano для e-байков M8000. Цепь стоит 8200. Но это одна из самых дорогих цепей вообще для велосипедов. Там есть как бы дороже. Ну да, есть там дороже срамовские и какие-то еще Shimano. Там порядка 10 там, тысяч стоит. Там, ну то есть на 2-3 тысячи дороже стоит. Там вообще там типа неубиваемая, там долго служит, там все дела. Но тоже в основном для e-байков, да. Ну а я беру цепь, она такая как бы хорошая. По горам вот ездить, я ж в горы пешком не хожу, а еду, поднимаюсь, нагрузка всегда нормальная. Вот. Поэтому как-то так. Ну что, попробуем сейчас затащить наверх. Потом покрышку заднюю заказал. Потом что еще? Ну цепь, да, еще взял уже, получается, другую на запас. Покрышку заднюю надо будет поставить, может быть, или в июне, или уже в июле. Как-то так. Фух. Тащим. Машкарнит тут столько, капец. Тащим. Не сдаваться. Так, куда сдаваться? Тут подъем такой. Ну, колесо заднее буксует, да. Чувствуется. Пробуксовочка. Фух. Ой. Капец. Пробуксовка. Фух. Ну вот и поднялись на самый верх. Фух. А
Вечером так хорошо катнуть. Чуть-чуть жара спала, солнце уже не так печет, как днем. Вообще прелесть. Сейчас, кстати, уже когда жара началась, сейчас уже, наверное, надо брать с собой не простую бутылку с водой, а вода в термосе. Потому что если в термосе вода держится холодной, ну не холодная там, а комнатная температура. А так, блин, если вот едешь, потом бутылку берешь, а там вода теплая, ну как бы это нормально, да, но с другой стороны, когда жара такая, хочется, ну хотя бы чуть-чуть, чтобы было прохладненько. И я вот в том году все лето с термосом практически ездил. Вообще такая комнатная водичка, такая еле-еле такая прохладная, вообще офигенно. Вот. Так что офигенно. Фу. Красота, ляпота. О, джип-тур, нифига себе. Приехал. Прикольно. Виды прикольные. Здрасте. Да. Туристов. А чё, вообще прикольно. В Феодосии люди приехали в гостиницу или в гостевой дом, поселились там. Ну ты ж не будешь каждый день по набережной. Вот, пожалуйста, экскурсия на джип-туре, сел и погнал. Прокатили тебя по горам здесь везде. Красота. Фух, время 19:36. Так, ну чё, погнали на набережную. Фух. Надо мчать на набережную. Вот здесь эти джип-туры себе дорогу сделали. Проезжать траву всю тут покосили своими колесами. По-моему, тут пару деревьев было, если я не ошибаюсь. В общем, как-то так, да. Фух. Да, 8-й день лета, не верится, аж время просто летит капитально. Только начало июня было уже все, 8 дней. Пролетело просто моментально. Так и лето пролетит. Особенно если целый день ты весь бегаешь в заботах, в хлопотах, там туда-сюда, куда-то поехать там. Да. Просто лето пролетает моментально. Не успеваешь и оглянуться, как лето. Шинь. Да. А лето — это маленькая жизнь. Вот так вот. Закатик он нарисовывается. А не, еще не закатик. Что-то мне
показалось. Еще же рановато еще только сколько, еще даже 8 нету. Закат где-то в 8:45. Где-то, по-моему, так. Да, где-то 8:45 закат. Фух. Спускаемся в Феодосию, в частный сектор. Тихо, так спокойно, ветра нету. Но летом, да, вот это большой плюс, то что ветра нету. А если он есть, то он такой теплый и не такой сильный. Ветра в основном уже там в сентябре там будут, там после 10-го. А может быть и раньше, каждый год по-разному. То после 15-го, то после 10-го, то наоборот там с 5-го, с 8-го сентября. Ну да, каждый год, в общем, по-разному. Wake up. Ой, чуть не проехал место свое. Вот это место. Козырное такое здесь. Красотища. Сейчас попьем водички. Да, надо двигать уже. Так, все, сейчас пьем водичку и едем дальше. Ох. Мошки уже начинают всякие. Ну, комаров вроде пока еще нету. Вроде как. Но скоро, да, будут комарики эти, кошмарики. А с собой эту возить. Маленький этот, ну, пшикалку от этих всяких мошек. Комаров, ты ж как бы в футболке в одной ездил, в майке, в футболке, они на руки падли, на ноги, ну и в шортах же, да. Так что как-то так. О, пощибну. Опа! Ух ты! Какие-то палки. Деревяшки, палки. Ух ты! Камушек.
Камушки, камушки. Так. Ну, сегодня мы на звездопад воспоминаний не успеваем. Сегодня только так, чисто в Феодосии. Назад. Поздновато. Сегодня выехали. Ну вот, спустились со Староримской дороги, и мы в частном секторе. Частный сектор ближе, ну не ближе, в общем, в районе Генуэзской крепости, но не совсем. Нам надо еще туда доехать. Генуэзская крепость там чуть дальше. Собака, молодец. Эй, мамбо, Италия, мамбо, Италия, мамбо, мамбо, мамбо. 8 июня. Ого, тут выгорело. Что это тут был? Пожар, что ли? Шелковицу обрывать никто не хочет. Коловит, тандарит. Италия. Мамбо, мамбо, Италия, мамбо, мамбо, Италия. Эй, мамбо, самое. Вечерок в Феодосии.
Ничего не говори. 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 Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Фух. Сколько там на часах у нас? 19:53. Ну, нормально. Ой, хорошо, как вообще. Свежо. Не жарко. Нифига себе народу здесь. Сейчас надо там проехать здесь среди этих гонщиков. Да, так свеженько. Прокат байков. А нету прокат e-байков. Конечно, нету. Электричка стоит. Так, дети, дети. Осторожно, дети. Осторожно, дети ездят. Да, тут дети, блин, глаз, так глаз надо. На роликах дети. Капец, тут народу. А еще сегодня же выходной же, капец. Еще ж выходной. А выходной вообще, блин, народу. Капец. Фух. А мы здесь проедем с краю. Балалайка. Бринь, бринь, бринь. Бринь, 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 бринь. Бринь, бринь, бринь. Бринь, бринь, бринь. Бринь, бринь, бринь. Сколько время у нас надо посмотреть? 15:56. Ну, почти нормально. Почти успеваем попить кофеек.
Капец народу. Вот это лето, да. Вот это я понимаю, лето. Движуха. Летняя движуха. Тут сильно не разгонишься с таким количеством людей. Сейчас на набережную за кофейком. Татушки всякие погнали. Всякое разное. Татушки, мальчушки. Вот это движуха здесь. Капец народу, просто народу. Сейчас заснимем движуху эту. Капец.